О чем сегодня пойдет речь? Вчера я приехал из города Семей в Петропавловск и сразу после приезда направился в департамент внутренних дел, в следственное управление, так как меня вызвали туда в качестве подозреваемого. Это было в 18:40. Находился я в следственном управлении 2,5 часа, где сотрудники полиции, следователь, старший следователь Ахаев Тлеужан, ознакомил меня с некоторыми материалами уголовного дела и ознакомил с постановлением о том, что я являюсь подозреваемым в уголовном деле. Так вот, сегодня пойдет речь о этом уголовном деле, о том, что я собираюсь делать. Так сказать, у меня есть план. Видите, в чем дело? Я хочу поставить наш режим в такую сложную ситуацию, да, при которой при любом раскладе она будет в проигрыше, так скажем. Сразу хочу сказать, что ни на какие сговоры, на признание вины и так далее я не пойду, потому что я не виновен. И вы это прекрасно знаете, и я это прекрасно знаю. Поэтому я хочу, чтобы вы досмотрели этот эфир до конца и вместе со мной помогли, да, так скажем, поставить в очень сложное положение действующий режим. Так, что касается уголовного дела. Вчера, меня пригласили. Так вот, получается, мое дело вначале велось по статье 174, это возбуждение социальной сословной розни. Но пришло указание из прокуратуры, чтобы данное дело переквалифицировали на статью 405, часть 2. На основании уголовного дела была проведена экспертиза в Астане. Заключение эксперта номер 46 от 5 февраля. Да, экспертами были политолог Сейфуллина Айгерим Берыковна и старший эксперт Абдулжанова Зиядам Ахмеджанова. И в этой экспертизе были следующие вопросы. Имеются ли признаки возбуждения национальной сословной розни, религиозной, родовой, расовой, в публикациях Байкенова? Имеются ли признаки пропаганды ДВК? И имеются ли признаки участия в ДВК? Как вы знаете, я публично говорил о том, что не состою ни в каких движениях, и абсолютно независимый человек. Сразу объясню, почему так, да? Почему, например, я не заявил, что я нахожусь в ДВК и так далее. Дело в том, что моя основная цель – это, во-первых, формирование гражданского общества в Казахстане, да? Чтобы люди были активны и занимались политикой, чтобы мы влияли на политику, на власть, да? Чтобы мы и были этой самой властью. Второе – это создание в Казахстане настоящей реальной оппозиции. То есть однозначно я уверен, что действующий режим будет сменен. Это стопроцентно, я в этом уверен, убежден. Но после смены режима все-таки необходимо в Казахстане, чтобы была стопроцентная оппозиция. Поэтому моей целью является не вступать ни в какие движения и быть именно в рядах создателей той самой оппозиции. И после того уже, как в Казахстане будет создана реальная оппозиция стопроцентная, после этого я бы хотел в дальнейшем заниматься чисто такой правозащитной деятельностью, заниматься именно защитой политзаключенных, освобождением. И вообще желательно бы не только в Казахстане, а вообще во всем мире. Я надеюсь, мы дойдем до такого уровня, что в Казахстане не будет никогда политзаключенных, и мы сможем влиять на другие страны и требовать от них освобождать людей, которые сидят за свои политические убеждения. Поэтому я объявил о том, что я не вступаю ни в какие
партии, движений и так далее. Я являюсь абсолютно независимым человеком. Так вот, меня вчера ознакомили частично там с уголовным делом, там 3 тома, вот такие 3 книжки. Среди них я читал вот именно эту экспертизу. Сразу скажу, они сделали очень хитро. То есть лайки, они считают, что лайки просто там в комментариях, да, либо лайки под публикациями, это является распространением пропаганды, понимаете? То есть это эксперты так говорят, что то, что я лайкаю там, например, Аблязова или лайкаю неких оппозиционеров, да, казахстанских, говорит о том, что я распространяю эту информацию. Ну, я с этим глубоко не согласен. Просто лайком я как бы показываю свое одобрение, так скажем. Но со своей стороны я никоим образом не распространяю информацию, потому что я знаю, в каком я государстве живу, и знаю, что меня за это ждет, к сожалению. Но все-таки в этой экспертизе было указано, да, что значит, у меня там куча лайков под постами Аблязова, под постами там штаба ДВК. Даже есть некоторые комментарии, например, Асхата Жексибаева, да, которого все прекрасно знаете, как герой одиночных пикетов. Просто под его комментарием я поставил лайк, так они даже это заскриншотили как бы, и указали в экспертизе. И это очень, как бы, ну, я считаю, глупо на самом деле. Так вот, в экспертизе, значит, указано, что возбуждением социальной, сословной, национальной, расовой, родовой, социальной или религиозной рознью я не занимался, что в моих публикациях ничего такого не имеется. Однако в экспертизе указано, что я пропагандирую идеи ДВК, что я являюсь как бы сторонником данной организации, да? И также имеются все признаки того, что я участвую в ДВК. Понимаете? И, ну, краткий такой пример. Вы, наверное, знаете, да, есть у нас парень в Северо-Казахстанской области, Нурбол Амирхан, молодой человек, учитель истории. Он как бы тоже критически высказывался в адрес действующего режима. И вот он как-то случайно на своей странице написал как бы призыв выходить на митинг. И я прочитал что он написал, что выходите на митинг. Я ему пишу в личку: Нурбол, тебя посадят на 15 суток. Он говорит: почему? Я говорю: ну потому что ты написал призыв. Если бы ты написал не призыв, там, выходите на митинг там такого-то числа, да, а написал: нужно выходить на митинги, тогда бы как бы это не считалось бы призывом. То есть ты должен как бы четко знать, да, что можно писать, а что нельзя у нас в социальных сетях. То есть, потому что органы, они как бы за этим четко следят. И сказал, что тебя посадят на 15 суток. И буквально там на следующий день его закрыли на 10 суток. И вот эту переписку, они ее взяли с мессенджера, с Фейсбука, они также в этой экспертизе указали и показали, якобы я, значит, как сторонник или как участник ДВК, значит, показываю, как нужно скрываться там от сотрудников полиции и так далее. Хотя это вообще, ну, это к ДВК, эта переписка никакого отношения, честно, не имела. Так вот, сейчас власти данным уголовным делом, именно 405 статьей, часть 2, они вредят, если честно, сами себе. Потому что, во-первых, они сами же пропагандируют ДВК, во-первых. И, во-вторых, они как бы сделают так, что люди перестанут бояться эту статью, именно 405. То есть у нас так уже масса людей, десятки людей осуждены по этой статье. Ну, к счастью, они ходят на свободе, но при этом имеют ограничения, имеют запреты на выезд, и у них заблокированы карточки, там, ну, им сложно как бы жить. Но все-таки они не за решеткой. То есть приведет это к тому, что мы перестанем бояться 405 статью. Теперь я хочу рассказать о том, как они себя загонят, да, в такую непростую ситуацию на основе моего уголовного дела. Это
Ну, слышали, наверное, такое выражение цунцванг, то есть какой бы ход ни сделал, ты все-таки будешь в проигрыше. По-моему, называется так. И сейчас я вот распишу примерно 4 варианта действий властей. Первое, это они приостановят это дело, закроют, да, то есть полностью откажутся от уголовного преследования меня. Второе, это осудят, но ограничат в свободе. Третье, это они меня осудят и посадят. То есть 405 статья, она все-таки имеет как бы возможность посадить человека. И четвертое, как бы самое страшное, это убьют, ну, например, вот там, как Дулата, да, не знаю, просто, или, может быть, со мной что-то случится и так далее. То есть вот, как бы я вижу 4 варианта, которые возможны. Так вот, если они меня убьют, то они получат, во-первых, мировое давление, санкции, они получат митинги, обязательно. И митинги получат серьезные. Поэтому, скорее всего, думаю, они на это не пойдут. Ну и вы сами понимаете, да? То есть это будет очень серьезный резонанс. И как бы я не думаю, что они на это пойдут сейчас. Потому что накал сейчас реально, да, после смерти Дулата Агадила, он очень сильный. И они увидели, да, что народ-то проснулся. Второе, это если они посадят меня. Если они посадят, то, во-первых, они получат судебный процесс, который вызовет большой резонанс. Я надеюсь, с вашей поддержкой. Я надеюсь, они получат санкции. Они получат, так скажем, давление, да, мирового сообщества. И опять же, они получат митинги. Я не думаю, что они на это пойдут. Кстати, на случай моей смерти, либо на случай моей посадки в тюрьму, я записал уже несколько роликов, и они будут однозначно транслироваться, да, и будут как бы наводить шум у нас в обществе. То есть даже если они меня закроют, то им не получится закрыть мне рот. К счастью, я об этом позаботился уже. Так, третье. Они меня осудят, но ограничат мою свободу. Что они от этого получат? Во-первых, они получат судебный процесс. Увеличится накал в обществе, да, потому что это, ну, как бы, 405 статья, это политическое дело, однозначно. Третье. Я сделаю так, что боязнь 405 статьи, она как бы, ну, постараюсь сделать так, чтобы боязнь 405 статьи, она ушла у народа. Чтобы мы просто поняли, что, да мы уже, наверное, поняли, да, те, кто сейчас, кого сейчас осуждают по этой статье, именно там за связь с ДВК, да, что это люди не экстремисты. Мы это все прекрасно знаем, что это очень смелые, очень отважные, да, настоящие патриоты, думающие о родине и очень уважаемые народом люди. Поэтому я постараюсь сделать так, чтобы 405 статья, как бы, она стала, ну, такой уважаемой статьей, можно так сказать. И следующее, это если они все-таки не осудят, то есть они увидят, что они в сложной ситуации. Ну, для них реально будет самый реальный, самый хороший, я думаю, шаг, это отказаться от уголовного преследования моего, да, и просто оставить меня в покое, чтобы я дальше мог заниматься своей деятельностью. Но в случае, если они меня не осудят, они получат, во-первых, победу гражданского общества. То есть мы увидим, что благодаря публичности, благодаря поддержке народа, все-таки власть отступает. Следовательно, народ станет более требовательным к этой власти. Далее они получат продолжение моей деятельности однозначно, да, я буду дальше критически отзываться в адрес действующего режима, потому что я не согласен с той политикой, которая сейчас ведется. И дальше они получат активизацию в поддержку политзаключенных, то есть активизацию гражданского общества. Хотя она уже, несмотря на то, что есть я или нет, она уже идет. То есть вы видите, если мы посмотрим на тот же самый 2017 год, да, то очень слабая была поддержка на судах, допустим, да, именно на политических. Я помню, первое дело, на которое я пришел поболеть, это было дело Асета Нуржаубая в Алматы. Я тогда находился в Алматы.
в 2018 году. И пришло совсем мало людей. И как бы, ну, я тогда работал в Алматы. И просто пришел на суд, молча так в уголке стоял, слушал. Потом после суда подошел к маме Осета, как бы выразил ей поддержку. Ну, к сожалению, Осет находился под жестким давлением и как бы, ну, немножко там все пошло не так, да. Но это все опять же из-за того, что не было поддержки от народа сильно. Сейчас же все меняется. Сейчас мы видим, что, например, если посмотрите на суд Оксаны Шевчук, Гульзипы, Джаукерова, Жазиры Демева и Анвара Аширлиева, то вы увидите там, насколько большая была поддержка у людей. Посмотрите на дело Мухтара Джакишева. То есть хоть семей находится в отдаленном месте, так скажем, от столицы, от Алматы, все-таки приехало около 100 человек поддержать его. Так вот, что я хочу, да? Если все-таки будет суд, я прошу вас всех, весь Казахстан, поддержать меня и приехать сюда, в Петропавловск, на этот суд. Почему? Как вы сами прекрасно видите, наш город, ну, вот, в котором я живу, да, Петропавловск, он как бы маленький, тихий, и здесь особо не интересуются политикой. Здесь как бы живут своей жизнью. Если честно, на улицах, допустим, меня практически никто не знает здесь. И даже 1 марта здесь просто провели Масленицу, там сожгли чучело, вышло очень много народу именно на Масленицу. Но при этом никто как бы не говорил о Дулате Агадиле, о политзаключенных и так далее. То есть здесь это не любят, как бы об этом вообще не говорят и даже, наверное, не знают. Так вот, я хочу, чтобы на мой судебный процесс приехало максимальное количество людей со всего Казахстана. Чтобы в этом городе произошло такое событие, как судебный процесс, именно политический, да, чтобы именно жители этого города, они как бы увидели, да, что приезжают со всех городов, увидели тут очень много людей и задумались, а почему это происходит? И начали смотреть, ага, там из-за дела там Азамата Байкенова, да, кто это такой, а почему его судят? И то есть тем самым они заинтересуются, да, этой самой политикой. И то есть я надеюсь, что благодаря этому делу этот город немножко проснется и как бы включится, да, так скажем, в политическую жизнь Казахстана. Я вот был в Семее, это сейчас не является областным центром, но все-таки в Семее есть уже зачаток именно активистов, да, активного гражданского общества, которые ходят по судам, защищают, да, выступают там с пикетами. И я бы хотел, чтобы в Петропавловске было так же. Но, к сожалению, если я буду один здесь как бы выходить, то они просто-напросто меня закроют, и на этом все. У меня здесь нету реально поддержки. Теперь, что касается юридической защиты. Здесь также мне нужна ваша помощь. На данный момент моим адвокатом является Айман Умарова. Я хочу ей сказать большое спасибо, во-первых, за то, что она откликнулась, да, на мою беду, так скажем. И я считаю, что именно переквалификация 174 статьи, то есть возбуждение розни, где мне могли пришить 7 лет, 7 лет лишения свободы, да, они переквалифицированы на 405, это как раз таки благодаря Айману Умарову. Я прекрасно знаю этого человека, да, я с ней часто общаюсь, и ну, я вижу там в социальных сетях есть как бы некие вопросы, да, по поводу Айман, но хочу сказать, что этот человек вне политики. Он, во-первых, правозащитник. Его главная задача это как бы демократизация, понимаете, и защита. Поэтому я считаю нападки в адрес Аймана Умаровой необоснованными. Она как бы действует своими методами, но все-таки она на стороне демократии, на стороне гражданского общества. Это все должны понимать. Но дополнительно к Айман я хотел бы также пригласить в качестве адвоката Галыма Нурпейсова. Это человек, который защищал Оксану Шевчук, Данияра Хасенова, ну, очень много людей именно по 405 статье. То есть у него есть большой опыт.
И как бы это его конкретная такая линия, да, именно вот эта статья, как бы он очень квалифицированный. И я посоветовался с Айман Умаровой, и она как бы дала одобрение, сказала, что да, Галым Нурписов как бы очень хороший адвокат, и думаю, мы с ним вместе как будем тебя защищать. Поэтому я прошу у вас помощи, да, для того, чтобы организовать хорошую юридическую защиту.